Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Делегация Сухума во главе с Бесланом Эшба приняла участие в мероприятиях по случаю празднования Дня города Грозного. Абхазская долина начала прием сельхозпродукции у населения для дальнейшей реализации. В Абхазии пройдет третий международный оперный фестиваль «Опера Вива». В Тхуарчале началось благоустройство дворовых территорий. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета. Али Катрабши расскажет детали. В середине сентября в Тхуарчале приступили к работам по облагораживанию городских территорий, что позволит улучшить условия жизни горожан. На улице Абжийской в доме номер 4 уже завершили бетонирование дворовой площадки. Ремонтные работы также будут проведены на 8 улицах – Горького, Соснолиева, проспекту Свободы, Чачхалия, Нагорной, Нартов и других. Финансирование всех работ осуществляется из республиканского бюджета. На все нужды выделено 8 миллионов 700 тысяч рублей. Прораб подрядной организации Вианор Тортия сообщил, что первая дорога уже забетонирована, а на остальных участках идут подготовительные работы. Сперва планируем, потом подсыпаем щебенку, фракции, какой полагается, потом ложим сетку и потом уже бетонируем. Все работы мы планируем завершить к Новому году. Депутат парламента Беслан Эмурхба активно содействует решению насущных проблем жителей Тхуарчала. Что касается самого бетонирования, мы делаем его капитально на самом деле. Почему? Потому что есть большегрузные машины, заезжают в эти дворы, выезжают люди на машинах. Вот. И дальше в будущем думаем более облагородить все районы. У нас, если вы заметили, еще детские 3 площадки новые появились. Пока мы еще до конца не довели, у нас тоже там вот ремонтные работы идут. Надо огородить, надо сделать освещение. По всем этим вопросам мы сегодня обращаемся к руководству страны. И хотел бы огромную благодарность выразить в лице президента, премьер-министра и всем остальным министрам и те, которые находятся на руководящих местах. Вот. В дальнейшем у нас есть еще вот дворовые освещения. Это у нас сегодня в проекте оно не заложено, но мы думаем производить такие работы. Потому что у нас дворы местами очень темные, и поэтому мы хотим чуть-чуть осветить, и хотим город осветить. И если вы видели по дороге, уже там и администрация района занимается вплотную освещением города. И что касается и дороги, что касается тротуарных работ, вот брусчатки там кладут, насколько, как-то вот стараемся. Жители Тхуарчала отмечают, что обветшалые дворовые площадки приносили массу неудобств. Теперь же с началом ремонтных работ ситуация изменилась. У нас проблема была с дорогой. Она была вся в ямках, даже машины не хотели заезжать лишний раз. Но потом мы обратились к депутату, он нам помог, и материально все. А потом вышли наши ребята, когда привезли бетон, и выровняли, и сделали прекрасную дорогу, отстроили. Большое спасибо депутату и руководству страны за оказанную нам помощь. Также планируется за счет средств республиканского бюджета освещение дворов. Стоит отметить, что на данный момент идут работы по освещению улиц, обновлению тротуаров и парков. Президент Аслам Жани и местные власти не оставляют без внимания нужды горожан Тхуарчала. Вместе они работают над созданием комфортных условий для жизни, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась развивать свой родной город. Али Катрабши, Фатима Герги, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Делегация Сухума во главе с Бесланом Эшба приняла участие в мероприятиях по случаю празднования Дня города Грозного. 5 октября столица Чеченской Республики отметила 206-летие. Все подробности в материале пресс-службы столичной администрации. Делегация Сухума во главе с Бесланом Эшба приняла участие в мероприятиях по случаю празднования Дня города Грозного. 5 октября столица Чеченской Республики отметила 206-летие. В составе делегации Сухума были заместитель главы города Автандил Сурманидзе, руководитель Департамента организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж, сотрудник отдела международных связей Денис Сарачителев. Делегация Сухума, а также главы городов России и городов-побратимов Грозного приняли участие в возложении цветов к мемориалу славы первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова.
Вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым делегации посетили этнографический комплекс, стилизованный под древний чеченский аул. Гости попробовали традиционные чеченские блюда, ознакомились с работами народных мастеров. Вечером состоялся торжественный прием, посвященный Дню города. Приветствуя гостей, Хасмагомед Кадыров выразил признательность за их приезд на празднование Дня города Грозного. Дорогие гости, друзья, хочу выразить вам признательность за то, что вы нашли время разделить радость этого важного события. Сегодняшний праздник стал хорошим поводом для нашей встречи, подарил нам возможность в непринужденной обстановке обсудить новые возможности для укрепления дружеских и деловых отношений между нашими городами. Спасибо, что нашли время, что приехали гости. Всегда рады, ждем вас в Грозном на 207-летие. С праздником нас всех! Дорогие друзья, сегодняшний... Затем состоялась церемония подписания соглашения об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между городами Грозный и Сухум. Соглашение подписали глава администрации столицы Абхазии Беслан Эшба и мэр столицы Чеченской Республики Хасмагомед Кадыров. Беслан Эшба поздравил мэра Грозного и всех жителей города с праздником. Уважаемый Хасмагомед Шахмабедович, разрешите мне в первую очередь от имени президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Абжания, от нашей администрации города Сухум, от жителей города, от души вас поздравить с сегодняшним праздником. У вас уже приличная дата, 206 лет, и слава Богу, сегодня под мудрым руководством главы республики Рамзана Ахматовича, вот такой команды, мы видим такие серьезные результаты. Сегодня для нас состоялось историческое событие. Тот документ, который мы подписали, дает новые возможности сотрудничества, дружбы. И поэтому у нас все впереди. Республика Абхазия с вами. Беслан Эшба вручил Хасмагомеду Кадырову памятные подарки. Завершился День города концертной программой и фейерверком. Мадина Абганба, пресс-служба администрации города Сухум. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Хаджарата Воуба, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В отношении Воуба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уже более недели на площадке государственной экспортной компании «Абхазпродэкспорт» в поселке Гулрыбш ведется прием сельхозпродукции у населения. Приемом и реализацией занимается компания «Абхазская долина». На данный момент предприятие закупает у крестьян фихуа и мандарины. На сегодняшний день люди реализовали уже порядка 70 тонн своей сельхозпродукции. Заур Кварча побывал на предприятии. Сельское хозяйство по праву занимает одну из ключевых позиций в экономике Абхазии. Около половины населения нашей республики – сельские жители. Очень важно, чтобы крестьянин имел возможность быстро и выгодно реализовать свою продукцию. Общество с ограниченной ответственностью «Абхазская долина» уже более 3 лет занимается приемом у населения сельхозпродукции для ее дальнейшей реализации за пределами республики. Мы в данный момент закупаем фихуа, как вы видели, уже мандарин у населения. Мы дали, как вы заметили, рекламу, и люди нам начали возить фихо, мандарины, и на этом месте, на этой площадке мы их закупаем. Благодаря «Абхазпродэкспорту» нам эта территория, она выделила и несколько камер для хранения фруктов, потому что они скоропортящие товары, их надо хранить в холодильниках. Таур Бутба поделился, что из-за благоприятных погодных условий в этом году ожидается хороший урожай, а прием фруктов на предприятии удалось начать раньше, чем обычно. Цена, по словам Бутба, зависит от качества и калибра продукции. Ожидаем мы в этом году, конечно, у нас большие планы, до 1000 тонн фихуа и также мандарин. Но на данный момент мы приняли около 40-50 тонн фихо, мандарин около 20-30 тонн. Но потому что только начинается сезон, и, конечно, объемы пока маленькие. Мы, конечно, берем качественный товар, но мы его сюда привозим, перебираем, если вы заметили, на несколько сортов. А который уже товар более другого качества, который мы не отправляем, мы отправляем уже на завод «Абхазские сады» в Ороду. Будем отправлять. Пока еще не начали, потому что сейчас идет товар хороший, мы его пока не отправляем.
Планируем мандарин, фихо и много других фруктов тоже. Предприятие базируется в Глурыбском районе на площадке государственной экспортной компании «Абхазпродэкспорт». Но в ближайшее время будут открыты пункты приема и в других районах республики. Пока как начало сезона мы только организуем здесь. Мы планируем, конечно, сделать еще в Гудаутах и в Гальском районе. Потому что самый пик фихуа, вообще, если говорить по районам, они находятся в Гулилипский район, как мы посередине, это наш центр. Остальное мы планируем в Гудаутах и в Гальском районе, чтобы сдалека не приезжали за маленький объем, потому что мы объемы берем разные. От 2 килограмм, можно сказать, грубо говоря, от килограмма, буквально вот сегодня человек привез 5 килограмм. Мы это тоже принимаем, и также чем больше, тем лучше. Прием продукции проходит с 10 до 17 часов. На предприятии есть специальные холодильные камеры. Здесь уже отобранный и упакованный товар бережно хранится до отправки на российский рынок, где с нетерпением ждут сезона экзотических фруктов из Абхазии. Заур Кварча, Нарсо Цулукия, Абхазское телевидение. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты правительства России. Как сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии, для абхазских абитуриентов выделено 110 квот. Кандидаты на конкурсный отбор для бесплатного обучения в российских вузах должны заполнить анкеты заявления. Представительство проводит консультации в будние дни с 15 до 16 часов в Сухумском офисе на улице генерала Дбар, 3. Третий международный оперный фестиваль «Опера Вива» пройдет в Абхазии 9 и 10 октября. В нем примут участие коллективы и артисты из Абхазии, России и Китая. В основном программа фестиваля будет состоять из итальянской музыки. На генеральной репетиции была Ульяна Рожкова. Опера «Вива» проходит в Абхазии уже в 3-й раз. Для организаторов фестиваля очень важно сохранять и пропагандировать классические музыкальные традиции, которые живут вечно и не теряют интерес у любителей музыкального искусства. В первую очередь данные проекты направлены именно на молодых слушателей. Прямо сейчас в здании Абхазской филармонии проходит репетиция перед 3-м международным фестивалем оперы «Вива». На сцене филармонии встретятся артисты из России, Китая и Абхазии. Это уникальная возможность окунуться в мир классической музыки и качественно провести вечер. На фестивале прозвучат наиболее популярные композиции в исполнении Государственного камерного оркестра Абхазии, Государственной хоровой капеллы, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также оперных певцов из нашей страны, России и Китая. Музыка является национальным достоянием, частью культурного кода и языком общения. Она объединяет народы и способствует межкультурному диалогу. В первом большом концерте в Сухумской филармонии это оперная классика. Это Россини, Пучини, естественно, Верди. А второй концерт фестиваля пройдет, уже это будет только концерт нашего коллектива в соборе, там, в храме. И там будет разная программа. Естественно, будет и итальянская музыка, и будут наши советские композиторы Арно Бабаджанян, Артемьев. Обязательно исполним несколько произведений русской духовной музыки. Там будет более такой калейдоскоп. В этом году в фестивале появились новые участники. Оперный певец из Китая Шанжун Цзян первый раз в Абхазии и уже впечатлен красотой нашей страны. На сцене филармонии им будут исполнены произведения Верди, Беллини, Трубадура. Наш дирижер сказал, что я, наверное, являюсь первым китайцем, который будут петь на сцене Абхазии. И очень приятно мне это слышать. Да. Мне было очень приятно. Особенно, когда мы начали беседовать с коллегами, каком репертуар выбрать и в каком виде будем петь. Ответ, соответственно, был такой высокий профессиональный уровень. Мне было очень приятно. Первый концерт пройдет в Абхазской госфилармонии 9 октября, а завершится фестиваль 10 октября концертом в Пицунском храме. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Лошади абхазских коневладельцев стали призерами скачек на Грозненском и Краснодарском ипподромах. В Грозном скакун по кличке Апсна Мечта Саида Саканя стал вторым в скачке на приз в честь Дня учителя. Скачка проходила среди лошадей 2 лет чистокровной английской породы на дистанции 1400 метров. Лошадь по кличке Лакоста Голд стала 3-й в скачке на приз в честь участников СВО на Краснодарском ипподроме. Скачка проходила среди лошадей 3
3 лет и старше чистокровной английской породы на дистанции 2000 метров. И в завершении выпуска о погоде. В среду 9 октября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.